Доброе утро, Якутия, телеканал Якутия-24, НВК Саха, в эфире «Утро Якутии». Мы вновь встречаем наступивший день на календаре 27 июля, день недели четверг. Фактически завершается уже, подходит к концу последняя неделя июля. Ну, впереди еще август, тоже, наверное, надеюсь, тепленький он будет. Меня зовут Павел Танин, всем доброе утро. Вместе с вами сегодняшний день встречаю, как и всю эту неделю. Ну, чтобы день прошел максимально плодотворно и продуктивно, мы подготовили для вас много различной информации, полезной, познавательной, интересной, в том числе о чем вот поговорим сегодня. Например, на республиканском фестивале «Семья года-2023» Павел и Наталья Бурмака из Лёхвинского района стали победителями в номинации «Золотая семья». Супруги вместе со школьной скамьи, их браку больше 50 лет. Как продлить любовь на долгие годы, семья Бурмака делилась секретами супружеской жизни. Благодаря нашей рубрике «Пусть мама придет», дети находят семьи. Продолжаем знакомить вас с детьми, которым необходима любовь и поддержка. Обычаи, традиции и национальные наряды. Венкийские мастерицы из отдаленного села Алданского района Хатыстыр сохраняют свои традиции. «Зов предков» в Кемеровской области прошел фестиваль исторической реконструкции. И это еще не все, о чем мы будем сегодня говорить, поэтому оставайтесь с нами в ближайшие 50 с небольшим минут. И, я думаю, потраченного времени жаль совсем не будет. Ну а по традиции начнем, конечно же, мы с информации о погоде. По данным Гидрометцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 7 до плюс 18 градусов. Холоднее всего в Бердикистяхе, жарче всего в Намцах. В заречной группе Улусов от 10 до 18, в южных 15 градусов. В Вилюйской группе Улусов от плюс 14 до плюс 18, в Нижнеленских от 12 до 14 градусов тепла. В западных районах от плюс 14 до плюс 18, в Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 7 до плюс 13, в Янских Улусах 7-11, на северо-западе от 8 до 10 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 15 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков. Ветер северный 3,8 метров в секунду. А температура воздуха днем прогреется до 25-27 градусов. Ну а сегодня отмечается День Сони. История праздновать этот день, который отмечается в Финляндии ежегодно 27 июля, пришла в страну в эпоху Средневековья вместе с легендой о 7 христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. По местному поверью, та же участь постигнет любого, кто проспит в этот день дольше обычного. Несмотря на довольно печальное предание, праздник вылился в оригинальное мероприятие. О других датах и событиях сегодняшнего дня узнаем прямо сейчас. 27 июля, вторник. Сегодня отмечают День 5 случайных встреч, День прогулки с домашними растениями, День крем-брюле, День ходьбы на ходулях. 27 июля отмечают День рождения гамбургера. Праздник посвящен символу американской кухни. Горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. По народному календарю сегодня День Акилы. Другое название праздника – Дозоры. Такое название праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями и ходили в дозор. В этот период погода становится переменчивой. На поля часто налетают ветры с дождями и грозами. Караульные внимательно смотрят, чтобы ветер не разметал сено, а огонь от молний нанес как можно меньше ущерба. Если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой. Если в этот день восходящее солнце огненного цвета и на небе много облаков, это сулит дожди. 27 июля 1741 году корабль русского исследователя Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первый достиг острова Северо-Западной Америки. 27 июля в 1827 году в России учреждено первое страховое общество. 27 июля в 1836 году в честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Москве заложен храм Христа Спасителя. 27 июля в 1921 году в Канаде впервые получен инсулин.
27 июля в 1947 году состоялся первый полет первого реактивного бомбардировщика Ту-12. В 1964 году указом Президиума ВС СССР на базе Главного управления гражданского воздушного флота при МС СССР образовано Общесоюзное министерство гражданской авиации СССР. В 1989 году Московское высшее техническое училище имени Баумана переименовано в Московский государственный технический университет. В этот день родились. В 1824 году родился Александр Дюма, сын, французский драматург и прозаик, член Французской академии, сын Александра Дюма-старшего. В 1831 году родился Людвиг Нобель, шведский и российский инженер, предприниматель, изобретатель и меценат, старший брат и деловой партнер знаменитого учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. 27 июля 1853 году родился Владимир Короленко, русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель. В 1904 году родилась Людмила Руденко, советская шахматистка, вторая чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер. В 1936 году родился Марис Лиепа, советский и латвийский артист балета, балетный педагог, киноактер, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. 27 июля в 1948 году родилась Пегги Флеминг, американская фигуристка, трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка США. В 1964 году родился Юрий Хой, советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор газа». Именины в этот день отмечают Ян, Федор, Теодор, Степан, Петр, Николай, Константин, Ираклий, Иван. А мы продолжаем дальше. Чтобы быть на позитиве, бодрым и энергичным, предлагаем вам начать это утро с утренней зарядки. В общем, многие врачи даже советуют начинать именно с нее свое утро. Можете скачать наше мобильное приложение НВК Саха и выйти на улицу и вместе с нашим тренером сделать эту утреннюю зарядку на свежем воздухе, так как в мобильном приложении вы можете смотреть наши телеканалы в прямом эфире, даже если вы не внутри своей квартиры или дома. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох. И на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох. И на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох. И на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо. И выпрямили голову, вдох. И на выдохе опускаем голову вниз. Давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе. Начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух
расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, цы. Хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Вот именно вот зарядка утренняя позволяет всем нам бодро, энергично провести день, который наступает, неважно какой-то день недели, выходные, будни. А еще одним неплохим, я думаю, решением по получению бодрости, получению энергии и поддержания себя в хорошей физической форме является велосипед, потому что, во-первых, он и транспорт, он и экологичный транспорт, и мышцы все работают. И вот говоря про велосипеды, более 80 якутских велосипедистов поучаствовали в массовом пробеге «Велокатка». Накануне на Комсомольской площади собрались порядка 80 велосипедистов, большая часть которых явились на вот это общественное велосипедное мероприятие впервые, но не побоялись совершить массовый пробег до парка Ордел. Там позже прошли бесплатные мастер-классы по 3 актуальным темам. Это польза или вред энергетиков, нужно ли учить JavaScript и травмы велосипедистов, работа мышц. По словам организатора, целями велокатки являются, во-первых, пропаганда велосипедного движения, а также профилактика ДТП с участием велосипедистов, ну и, конечно же, нетворкинг. Ну вот, прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой эфир мы традиционно продолжим. Поговорим много о чем. Во-первых, и про золотую пару, о секретах долгой совместной жизни узнаем о фестивале исторической реконструкции. И, кстати, еще у нас будет информация о киноновинках, которые уже в эти выходные можно будет посмотреть в кинотеатрах. Доброе утро, Якутия. Главные новости к этому часу. Правительство России ввело до конца 2023 года запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Исходя из сообщения министерства, поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца этого года. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка подобной продукции. Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Раньше за такое нарушение наказывали на сумму до 3 тысяч рублей. Наказание от 5 до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок. С 3 до 25 тысяч рублей вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования, а за умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до 5 тысяч рублей. По указу главы республики продолжается работа по освобождению детей от платы, взимаемым с родителей или законных представителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Также продолжается работа по реализации мер предоставления детям участников СВО бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря в возрасте от 6 до 18 лет. Принято 130 положительных решений по приоритетному заключению договоров о целевом обучении с членами семей участников СВО, студентами техникумов, колледжей и вузов. 398 повышенных стипендий в размере 5706 рублей установлено студентам высших и средних профессиональных учебных заведений в период военной службы по мобилизации родителя или законного представителя.
Якутия подготовит обращение по включению соцработников в программу льготной ипотеки под 2% годовых. На старт-сессии работников социальной сферы Якутии было предложено включить социальных работников в программу «Дальневосточная ипотека», которая уже доступна для педагогов и медиков. Глава республики Айсен Николаев поддержал это предложение и поручил правительству региона контролировать этот вопрос. Минтруд Якутии направит обращение в правительство Российской Федерации о включении социальных работников в программу. В 2022 году благодаря этой программе улучшили жилищные условия более 5000 человек. 4 общежития средних специальных заведений готовят к предстоящим международным играм «Дети Азии». В том числе обновляют общежитие Якутского педагогического колледжа. Ремонтная работа началась 2 недели назад. Работники подрядной организации на 3 этажах штукатурят стены комнат. А также на лестницах должны уложить кафель, отремонтировать душевую комнату, поставить новые раковины и отремонтировать фасад здания. Кроме того, в общежитие включат новую пожарную сигнализацию. Напомним, общежитие Якутского педагогического колледжа было построено в 1974 году. Если ранее во время игр «Дети Азии» проживали участники культурных программ, то на следующее лето ждут 250 волонтеров. В данный момент мы демонтаж закончил, и шпаклевка первый слой я тоже закончил. И 10 человек работает. У нас все обеспечивание ребятам, бригада хорошо работает. Это старое здание нелегко, честное слово. Мы когда демонтаж сделал, все от стены отвалил, старый штукатур. Очень сложно, но мы хотели, чтобы сделать конкретно качественнее, чтобы не было у нас проблем. Якутские фильмы включены в программу фестиваля российского кино «Выборг-2023». За 7 дней работы фестиваля зрители увидят более 80 фильмов, среди которых есть работы якутских режиссеров. 31-й фестиваль российского кино «Выборг-2023» пройдет с 4 по 11 августа. В конкурсную программу включен фильм Никандра Федорова «Схватка». Среди 4 фильмов вне конкурсной программы «Выборгский счет». 2 якутских фильма «Как починить велосипед» и «Не хороните меня без Ивана». Утро Якутии мы продолжаем. На республиканском фестивале «Семья года-2023» Павел и Наталья Бурмака из Алекминского района стали победителями в номинации «Золотая семья». Супруги вместе со школьной скамьи, их браку больше 50 лет. Как продлить любовь на долгие годы? О геолого-разведочных экспедициях закрытого поселка и своем райском цветочном семьи Бурмака в сюжете Ирины Григорьевой. В нашей семье есть девиз: когда мы вместе, душа на месте. Полвека вместе. Наталья Николаевна и Павел Павлович отмечают золотую свадьбу и с ностальгией вспоминают золотые годы. Юбиляры как книгу перелистывают историю своей семьи, которая началась в далеком 1959 году, еще со школьной скамьи в Белоруссии. Это была любовь с первого взгляда, признаются юбиляры, и с тех пор супруги не расстаются. С 8 класса уже начали поглядывать друг на друга, уже начались какие-то взгляды, какие-то, свидания. Намеки, даже свидания. Дружба окрепла и превратилась в любовь. После школы началась учеба. Наталья Николаевна отучилась на лаборанта молочной промышленности, а Павел Павлович стал водителем. Ездил по всей Беларуси и Молдавии и часто брал в рейс Наталью. Затем армия и шумная свадьба. Через год родилась дочка Лена. Однажды в гости наведалась сестра Татьяна, которая предложила поехать в Якутию. С этого времени, с 1979 года, началась новая страница интересной жизни. Муж сестры окончил геолого-разведочный институт московский, и они уже были в Якутии. Как-то приехали в отпуск и говорят: поехали с нами. У нас там БАМ строится, у нас там геологоразведка, у нас там молодой поселок, там молодежь работает. Поехали с нами. Долгие сборы? Нет, конечно, мы собрались, детей в охапку и полетели. Из лета в зиму. В 1979 году семья переехала в поселок Заречное, Балданский район. Вспоминают, влюбились в Якутию сразу. Впечатлило все. И буровые вышки, зимний морозец, и полушубки соболем, но особенно дикая первозданная природа. Морозы такие, думаю, как я же тут жить буду. А потом так привыкли, что и уезжать неохота. Морозы не отпугнули. Люди и природа запали им в душу, а Якутия стала родной.
Молодые не боялись бытовых трудностей. За работу брались вместе, помогали друг другу во всем. Павел Павлович работал бурильщиком, а Наталья вначале работала в кочегарке, а затем воспитателем в детском саду. За Заречном прошли наши лучшие годы, признаются юбиляры. И здесь еще родились 2 детей. В 90-е годы семья переехала в Алекминский район. С выходом на пенсию жизнь супругов не стала менее яркой. Появились и новые увлечения. Огород Бурмака в Алекминске один из самых известных. Ведь только на их столе можно попробовать более 100 сортов помидора. Закатки и соленья хватит на всю Алекму, шутят старожилы. И признаются, лучший подарок для них – это баночка под рассадку или умная лопата. Наталья Николаевна создает эксклюзивные вязаные шедевры, а Павел Павлович возделывает землю и все делает своими руками, но особенно любит охоту и рыбалку. Наш дом – это маленький рай, признаются дети, и с гордостью снимают на видео. Посмотрите, ну посмотрите, какая здесь красота. А как красиво здесь вечером. Особую житейскую бурмаковскую мудрость родители передали детям, а они, в свою очередь, своим. Любить семью, свою работу, находить радость в мелочах и даже в повседневном труде. И работу, и спорт, и даже походы семья Бурмака делают вместе. Общее увлечение рыбалкой объединяет, а фирменно папино жаркое укрепляет семейные узы. Общие интересы, совместное увлечение – это далеко не единственный секрет счастливой семейной жизни длиной в 50 лет. На вопрос, как удалось прожить столько лет вместе, юбиляр отвечает, не раздумывая. Надо слушать друг друга. Да. Надо Войти в сердце, мне кажется. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Пусть мама придет». После выхода в эфир рубрики на прошлой неделе, где мы рассказывали о сестрах Владе и Диане, было множество звонков от зрителей, и мы надеемся, что девочки обретут свою семью. Ну а сейчас, сегодня познакомим вас с 13-летней Аиной и с 17-летней Надей. Познакомьтесь. Сестры 7-летняя Надя и 13-летняя Аина. Я учусь нормально, хорошо даже. Вот недавно хорошо скачала. А какие у тебя любимые предметы? Математика, технологии, уроки рисования. Младшая сестра 7-летняя Надя ходит в детский сад, умеет все делать и готовится идти в школу. Надя, скажи мне, что ты делаешь? Что ты рисуешь? Собака и кошка. Надя, расскажи, что вы делаете в детском садике? Ну, какие-то стихи учите, наверное. Стишки знаешь? Стихотворения знаешь какие-нибудь? Нет. Пока не знаешь еще, да? Аина учит сестренку читать. Они ходят в библиотеку, вместе смотрят любимые книги. Надя стремится научиться читать, писать, и Аина с удовольствием помогает ей. Она очень любит сестренку и всегда опекает ее. Что это? Аина очень целеустремленная девочка и уже знает, кем хочет стать. Аина, а вот кем бы ты хотела стать? Дизайнером. Дизайнером? Угу. Дизайнером одежды? Да. Мы сделали вот бастыңа линкебихер келин и линь. И я сделала вот по теме времена года, и мы сделали линкебихер. И также вот такие вот наборчики к этому. Тут у нас зима, осень, лето и весна. Я их делаю довольно долго, но тут заходит очень много чего. Там бисеры, плетение, рисование, контур и так далее. Аина и Надя все время проводят вместе. И было бы здорово, если бы они обрели семью.
Продолжаем. 5-й фестиваль исторической реконструкции «Каменная книга» прошел в музее-заповеднике «Томская писаница» в Кемеровской области. Актеры в исторических костюмах разыграли штурм деревянной крепости, сражения на мечах и стрельбу из лука. В Кузбасс приехало более 200 реконструкторов и участников творческих коллективов со всей Сибири. Организаторы постарались воссоздать максимально точные декорации для представления. Война выстроится! Все действие вы увидите. Мы воссоздаем, реконструируем события, которые происходили здесь, на Кузнецкой земле, в период 1639 года по начало 18 века. У нас несколько эпизодов, и финальная точка заканчивается штурмом Острога кочевыми народами начала 18 века. Острог у нас будет взят кочевниками, но на выходе из Острога, уже награбленных арбом, они будут встречены регулярной армией преображенцев. Наши основные служилые люди, казаки, в этот момент возвращаются с Острога с похода и ударяют в тыл кочевникам, которые выходят из Острога с награбленным имуществом. Мы воссоздаем эту историю для того, чтобы показать, как жили наши предки в этот период времени. Конечно же, мы показываем то, что несмотря на какие-то мелкие трения и стычки, самое главное, что все народы, которые проживали у нас в Кузбассе и в Сибири, жили в тесном взаимодействии, в дружбе и взаимоуважении. Клуб исторической реконструкции любой занимается исследованием истории, воссозданием костюмов. Мы этим занимаемся весь год. А данные фестивали, самое главное, это привести сюда молодежь, показать это все действие, и вишенка на торте. Это надеть на себя, применить в бою все те знания, которые ты набрал за год. Помимо исторической инсценировки, на фестивале также прошли мастер-классы по народным промыслам, турниры по стрельбе из лука, бою на мечах и рубки шашкой. Гостям предлагали продегустировать уху из петуха, приготовленную, по словам организаторов, по рецепту 300-летней давности. Ну и говоря про традиции, в последние годы праздники коренных народов Якутии стали проводить даже в тех районах, где основное население русскоязычное. Так, этим летом эвенкийский праздник Бакалдын прошел впервые масштабно в городе Тамоте. Чтобы познакомить гостей с обычаями, традициями, национальными нарядами эвенков, приехали даже мастерицы из отдаленного села Алданского района Хатыстыр. С ними встретилась наша съемочная группа. Зоя Павлова показывает всем посетителям выставки на празднике Бакалдын наряды, изготовленные своими руками и руками мастериц из села Хатыстыр, и рассказывает всем с гордостью историю своего народа. Путешественники приезжали давным-давно, им говорили про них, это парижане, модницы парижки. Они, значит, с тех пор еще они вот этим бисером, хотя у них совсем мало было бисера, но все равно их хвалили. Вот я сколько читала в книгах, их модницы Парижа, вот называли их. А хвалить и удивляться есть чему. Ведь для того, чтобы сшить национальный эвенкийский женский наряд, уходит не менее полугода кропотливого труда. За столетия технология изготовления ровдуги почти не изменилась. Это мы начинаем уже с зимы. 40 градусов мы ее растягиваем. Сперва мы ее шкуру снимаем, потом на улице растягиваем, и когда 40 градусов, это минздру снимаем с обоих сторон. Потом мы вешаем ее, где солнца нету, где-нибудь в сарае. Вешаем, до весны она сушится. Почему мы так делаем? Потому что если она на воздухе, она высушилась, мнется хорошо и красиво. Белое-белое выходит. Фасон и крой эвенкийского костюма тоже мало претерпели изменений. У южных эвенков вышивки в виде круга, символизирующие солнце, яркие и разноцветные, в отличие чем у северных собратьев, у которых в цветах преобладают синие и голубые оттенки. При этом бисера у современного костюма стало намного больше.
вот этот костюм, ага, он стилизованный, ивенкийский костюм, но современный, ага. Но сейчас мы пользуемся очень много бисером. Ага. Нам кажется, что побольше бисера, побольше красоты, как бы, ага. Но вот все равно мы берем вот эти свои орнаменты. Это лапы гагары обязательно, белое и черное бисер обязательно, и это, вот эти бахрома у нас как бы защита от злых духов. Пришедшие с древних времен секреты ивенкийские мастерицы стараются передать новому поколению. И опытная мастерица с удовольствием отмечает, что на выставке есть и работы молодых мастериц. Нам хочется, чтобы наше шитье, ремесло, наше национальное шитье, чтобы продолжалось. А это означает, что связь поколений не прерывается и традиции народа сохраняются. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Игорь Тупицын, Томмот, Алданский район. А уже послезавтра начнутся долгожданные, я думаю, выходные. И это отличное время, конечно же, для отдыха и развлечений, одним из которых является посещение кинотеатров. И прямо сейчас в нашей традиционной киноафише мы расскажем, какие фильмы выйдут на большие экраны уже в эти выходные. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с 27 июля по 2 августа. Сразу две премьеры – «Реинкарнация. Новая глава» и комедийный фильм «Запалыча». Первая премьера придется по душе любителям пощекотать свои нервы. Новый фильм в жанре ужасы, триллер «Реинкарнация. Новая глава» рассказывает историю одной семьи. Кино стартует крайне амбициозно. Привидениям, демонам и прочей нечисти место оставлено только на задворках, в старых жутких фотографиях и в виде фантомных призраков прошлого. Ни одного джампскейра и скримера на 100 минутах хронометража. Весь фильм – нескончаемая пытка паранойей. В один момент зритель думает, что маленькая Мия ведет себя зловеще и вот-вот что-то сделает с обессилевшей матерью. Но позже подозрение вызывает уже сама Сара. Возможно, женщина теряет рассудок из-за непроработанных травм и видит угрозу в безобидных попытках ребенка найти себя. Я и есть Элис. Перестань. Это не игра. Попалась. Прокат народной комедии «Запалыча» стартует сегодня во всех кинотеатрах страны, в том числе и в кинотеатре «Центральный». Дружба, традиции, взаимовыручка и борьба за правду. Реальную силу этих ценностей молодому герою предстоит ощутить на себе. И заодно понять, что они не устаревают никогда. «Запалыча» — это полный сближающих приключений диалог сразу 3 поколений, в котором все участники могут чему-то научить друг друга. «Запалыча» — это кино, которое нужно смотреть всей семьей или в компании лучших друзей, чтобы разделить с близкими и смех после хорошей шутки. Вместе удивиться неожиданным поворотом сюжета и, конечно, поддержать главного героя, когда он делает решающий выбор в своей жизни. Всем назад! НКВД на мини подорвался. Также на этой неделе идет показ фильма «Рубеж выживания» в жанре фантастика, триллер, драма. Недалекое будущее. Отряд солдат застрял на заброшенной военной базе в ожидании помощи или наступления врага. Одинокие и неуверенные в своей судьбе, запертые посреди океана, они теряют терпение. Напряжение среди команды возрастает, когда на горизонте появляется таинственная лодка. Это помощь, которую они так долго ждали, или что-то более зловещее? Мы не крысы, чтобы убегать. Вражеский корабль. Максимальный уровень угрозы. Огонь! «Трансформеры» возвращаются на экраны после 5-летнего перерыва. В качестве нового вектора франшизы авторы выбирают неуютный ностальгический флер Бамблби и даже не рекламную эстетику Майкла Бэя со взрывами, судорожным монтажом и сексуальной объективацией женщин. Стилистика звероботов поначалу напоминает скорее марвеловскую «Черную пантеру», нежели бестолковый блокбастер с красочными металлическими пришельцами. Вместо саундтрека Linkin Park хип-хоп 90-х, вместо накачанного белого Марка Уолберга и моделей молодые темнокожие актеры. Большая часть фильма — это экшен. Трансформеры, восхождение звероботов идут по пути меньшего сопротивления. Роботы все больше напоминают не столько фотореалистичные 3D-модели машин, сколько анимированные игрушки.
together. Ну а для семейного похода в кино для вас кинотеатр продолжает показывать анимационный мультфильм «Просто супер». Речь в этой картине идет о девочке, мечтающей стать супергероиней. Она ждет, не дождется момента, когда станет такой же крутой, как и папа. Он суперлев, местный герой, скрывающийся за трико и маской. Каждый день суперлев спасает людей от неприятностей, ничего не прося взамен. Настоящий защитник, по чьим стопам вот-вот побежит Хедвиг. Уверенная в этом девочка разочаровывается в себе, когда понимает, что и близко не дотягивает до отцовского уровня. Помимо развлекательной составляющей, мультфильм отразит привычные детям и взрослым проблемы. К примеру, ту же самоидентификацию и поиск нужного пути в огромном мире. Всем приятного просмотра и отличных предстоящих выходных. Вот такие фильмы можно посмотреть в ближайшие выходные. А сейчас поговорим о выходных уже следующей недели, потому что 4-5 августа в Якутске пройдет красочный цветочный фестиваль «Северные лилии». И о нем мы сейчас поговорим с нашей гостьей. Это Татьяна Асидулина, владелица цветочного салона «Маки». Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Не в первый раз уже этот фестиваль проводится. Это всегда красочное событие. Тем более, можно убедиться, у нас лежит немножко, вы с собой принесли лилии. Это красиво, это приятно, это ярко. То есть фестиваль, я думаю, аналогично, только в больших масштабах проводится. Расскажите вообще, как фестиваль пройдет, какая программа, что ожидает тех, кто решит его посетить? Фестиваль у нас, да, уже не первый год. На следующий год у нас будет уже юбилей, 5 лет в этом году. 4 года, как мы проводим этот фестиваль. Первые 2 года мы проводили его, когда только начинали, он был такой маленький. В рамках нашего цветочного салона мы провели такой фестиваль. Это были наши первые шаги и только начало. С прошлого года мы проводим этот фестиваль под эгидой Академии наук и на территории Академии наук. То есть фестиваль у нас проходит, основные мероприятия мы будем проводить, получается, 4-5 августа в здании Академии наук. Будет у нас выставка сортовых лилий, где будет представлено более 35 сортов лилий, выращенных у нас в Якутии. Также будут проводиться конкурсы среди любителей флористики. В этом году мы их решили сделать для студентов. Республиканского техника реабилитации инвалидов. Привлекли их, поэтому участвовать будут студенты именно с ограниченными возможностями. Также мы будем привлекать школьников, которые будут также участвовать в конкурсе, не совсем флористов, но любителей флористики, да, по составлению композиции. Кроме этого, в рамках фестиваля у нас проводится конкурс республиканский, заметьте, конкурс среди дачников, садоводов, любителей, которые будут на цветник, лучший цветник по лилиям, которые у себя на даче, в огороде, на приусадебном участке выращивают лилии. И будет конкурс для детей, конкурс рисунков им тоже рисовать будут лилии. Это вот как-то так проходят у нас такие мероприятия. Кроме того, я хотела бы сказать, что с 1 по 3 августа каждый желающий может посетить у нас ботанический сад Института биологии, где эти лилии выращиваются, и посмотреть на эту красоту вживую, как они растут. То есть это самое цветение лилий. Оно начинается с 20 июля, но в этом году в связи с какими-то определенными погодными условиями, да, цветение у нас перенеслось немножко, и, соответственно, оно сейчас только начинает цвести. Я хотела как раз показать. Лилии практически все приходят еще в бутонах, и они только сейчас начинают показывать свою красоту. У меня такой вопрос, да, фестиваль, опять же, 4-й год подряд проводится, в следующем году юбилейный, программа вы описали очень такая насыщенная, а основной посыл, основная, наверное, цель этого фестиваля в чем заключается? То есть это экологическое просвещение населения или же просто людям подарить эту красоту цветов? Вы знаете, здесь цели, наверное, не одна. Вы правильно сказали, это экологическое просвещение населения, это популяризация наших именно
лилий, выращенных в наших суровых северных условиях. Потому что не каждый, ну вот я как цветочница, да, как, у меня цель, не цель, а у меня желание, чтобы у нас здесь производители были фермерства, производили эти цветы, чтобы я могла получать эти цветы для своего салона, как поставка местного производства. Ведь сейчас не секрет, что фермерство везде развивается. Мы с вами кушаем фермерские продукты с удовольствием, да, а мы хотим, чтобы эти фермерские продукты были как фермерское цветоводство в том числе. И, конечно же, популяризация 80 сортов лилий уже есть в Якутии, в Ботсаду именно, они растут и прекрасно себя чувствуют в наших условиях. Говоря, кстати, про выращивание, выращивание, изучение лилий, ботанический сад начал заниматься этим, по-моему, с 2018 года, где-то там. Понятно, лилии, они уже доказано, они могут у нас цвести, развиваться, быть такими же красивыми, прекрасными. А какими свойствами еще этот цветок обладает? Ну, как сказать, какими свойствами? Для меня одно свойство, что этот цветок мы можем использовать срезки для букетов, да, и уже не первый, вот 4-й год я экспериментирую по сохранению этих цветов. В букете эти цветы у нас будут стоять в пределах 2 недель. И это прекрасно, потому что когда мы получаем цветы, дарим кому-то эти цветы, к сожалению, ну, это же все-таки такой живой продукт, который быстро портится. Это первое, да, то, что мы видим. Ну и в будущем самое его свойство, так как они очень стойкие и длительность, ну, не очень длительное цветение, но при этом неравномерное. То есть не так, что цветок отцвел и погиб. То есть медленно начинает цвести. Мы вот эти свойства очень как бы любим за этот цветок. А вообще, помимо лилий, вот говоря про местное выращивание цветов, да, какие, может быть, из таких, скажем так, некогда экзотических для нас цветов сегодня, может быть, уже в Якутии выращиваются? Ну, сегодня любители выращивают огромное количество цветов. Там можно перечислить, я не знаю, тут растут у нас и розы, это уже не секрет, что они выращивают, ну, пусть не в таких масштабах, конечно, но очень красивые розы растут. Даже гортензии выращивают, розы, гортензии, георгины, дельфиниумы. Ну, тут много-много-много цветов. Просто, конечно, ферм в Якутии у нас пока, к сожалению, вот в моем, не считая ботанический сад, и это, наверное, 3 все-таки таких фермы, которые поставляют цветы, уже поставку ведут. Ну, они уже есть, появляются? Они уже есть, появляются, но, к сожалению, государство пока, как говорит Минсельхоз, кушать цветы невозможно. Мы вкладываем деньги в то, что можно покушать. Ну, их тоже можно понять, я думаю. Но тем временем давайте вернемся еще раз к фестивалю. Напомним, где он пройдет, во сколько подходить, куда. И самое главное, что мы сказали про разные конкурсы, а предусмотрены ли какие-то мастер-классы, может быть? Да, вот мы не договорили. Вот смотрите, адрес я сказала, это Якутский научный центр, Петровского 2. Фестиваль будет проходить на этой территории с 4-5 августа, с 10 часов до 6, это будет у нас в первый день, 4 числа, и с 10 до 3, второй день, это будет там закрытие и подведение итогов. Мастер-классы будут проходить в течение 2 дней. В первый день мастер-класс у нас будет по составлению букетов для взрослых любителей. Кто захочет, может поучаствовать. На второй день у нас будет мастер-класс для детей по составлению композиции. Тоже могут поучаствовать, могут посмотреть. Кроме этого, у нас будет выступать наш вот идейный вдохновитель, самый главный идейный вдохновитель, я забыла про нее сказать. Это Екатерина Афанасьевна, сотрудник ботанического сада Института биологии, она кандидат биологических наук. Ее вот как раз тема лилии, она ими занимается на территории ботанического сада. Уже несколько лет она производит исследования, там замеры, там целое дело, там своя технология. Я в этом не разбираюсь, говорить не буду. Моя только красота, и вот так могу рассказать. Вот Екатерина Афанасьева, она будет выступать также с лекцией по выращиванию этих лилий для всех желающих. То есть каждый может прийти, послушать, посмотреть. Также она будет продажа у нас не только самих лилий, то есть их можно купить, прийти, насладиться, посмотреть и купить себе все, что вы увидите на этом фестивале. Можно для себя домой поставить вазу. И также будет продажа, но это уже попозже, но может быть даже начнется продажа луковичных. Тоже Екатерина Афанасьевна будет свои как бы
рассказывать фишки, как их сохранить, как их посадить и так далее. То есть вот таким образом будет. Ну, очень интересная программа на самом деле. Дорогие телезрители, 4-5, пожалуйста, приходите в ботанический сад Петровского 2. Будут вас там ждать. Не ботанический сад, Академия наук. Академия наук, да. Ну, Татьяна, спасибо за эту беседу, спасибо за красоту, которую нам и всем телезрителям сегодня подарили. Пускай таким, может быть, в масштабах нашего телекадра не такой большой, но все же красивый. И настроение всем дало. Желаем вам удачи, желаем, чтобы фестиваль прошел на отлично. Еще, конечно, желаем, чтобы юбилейный прошел вообще феерично и на ура. Ну и, конечно, хорошего вам дня. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они поделятся последними новостями. Доброе утро, Якутия. Новости к этому часу. Военнослужащие, проходящие службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, смогут заключать контракты на срок менее года. При этом контракт может быть заключен с призывником не ранее, чем за месяц до истечения срока военной службы. В период мобилизации, военного положения и военное время контракт смогут заключить с военными, служащими по призыву или с гражданами, не пребывающими в запасе на год, а также с пребывающим в запасе на год или меньший срок. Госдума одобрила поправку об обязанности медорганизаций и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах. Также указывается, что общеобразовательные организации, не профессиональные образовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, обучающихся в указанных организациях по очной форме обучения. А в Якутии ведется подготовка прохождения отопительного сезона объектов коммунального сектора и топливно-энергетического комплекса. На текущий момент процент исполнения составляет 40%. Стоит отметить, что на подготовку прохождения отопительного сезона влияют основные и дополнительные мероприятия, процент исполнения которых составляет 60%. В рамках подготовки прохождения отопительного сезона 23 и 24 годов планируется подготовка 1160 котельных, более 7500 километров тепловых сетей, 4500 километров водопроводных сетей, 760 километров сетей канализации и 144 дизельных электростанций. Все работы идут в плане, ну и сейчас, конечно, идет активная фаза выполнения ремонтных программ, инвестиционных программ. Это ремонт котельных, тепловых сетей, сетей водоснабжения, водоотведения. За этот короткий период мы, значит, обязаны выполнить все работы, ну и успешно зайти, своевременно зайти в отопительный сезон 23-24 года и минимизировать количество технологических нарушений и аварий. В этом направлении сейчас ведется активная работа. ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году. Главная цель стандарта – не допустить использования материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов, пояснили в Роскачестве. Стандарт будет определять ассортимент одежды, которые входят в эту категорию, и предъявлять определенные требования к форме, а также материалам, из которых ее производят. При этом на форме не должно быть символики асоциальных неформальных молодежных объединений и такой символики, которая пропагандирует противоправное поведение. Безопасность детей превыше всего. Сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с сотрудниками ГИБДД за время летнего сезона проводят цикл лекций бесед с детьми. Они рассказывают ребятам о соблюдении техники безопасности, а также рассказывают о профилактике различных заболеваний. Сегодня прошла беседа с воспитанниками детского лагеря «Радуга» на тему безопасности на воде и о правилах дорожного движения. Встреча прошла в формате беседы, где ребята проявили высокую активность и заинтересованность. Мы провели порядка 42 лекций, где охват был более 4200 человек. Также мы провели 17 квест-игр, где приняли участие где-то 1850 человек. Также были проведены около 16 где-то мастер-классов по оказанию первой помощи, где участие приняли где-то около 1600 учеников, ну, то есть учащихся лагеря. На этом пока все. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.
Иркутские зоологи спасли медвежонка по кличке Тень в сезон охоты. Владельцы иркутской зоогалереи совершали традиционный обход лесов в поисках вернувшихся перелетных птиц, но вместо ласточек и стрижей нашли исхудавшего медвежонка. Подробности в следующем сюжете. Спасенный владельцами иркутской зоогалереи детеныш оказался девочкой. Директор Людмила Ивушкина предположила, что истощенная медведица осталась одна в лесу, потому что ее мать застрелили в разгар сезона охоты. Сейчас малышка, которая раньше по размерам больше напоминала енота, весит уже 6 килограммов и проходит реабилитацию. Ее взвешивали постоянно, ей ставили уколы, ее осматривали, из нее клещей штук 20 вытащили. От анемии лечили ребенка от клещевой, всю кровь высосали. То есть они кровь пить пили, а восстанавливать ее было нечем. Медвежонка нашла собака зоологов Эльза недалеко от села Малая Голоусная. Поэтому маленькая медведица стала Устиньей. Но сотрудники центра между собой называют тихоню Тень. Было 3,5 килограмма, теперь уже почти 6. Почти 2 медвежонка у нас получилось из одного. Ни одна орнитологическая экскурсия у нас так еще не заканчивалась. Ездим в лес постоянно, птичек считаем, фотографируем, смотрим сроки прилета. И вот одна из экскурсий у нас так и не закончилась тем, чем планировалось. Мы так и не доехали туда, куда хотели. Пришлось разворачиваться, ехать домой, потому что вот собака у нас обнаружила в кустах вот такое вот чудо. Как подтвердил потом наш доктор, ей оставалось, ночь бы она не пережила уже, потому что истощение было крайней степени. 3,5 килограмма вместо 15, которые ребенок должен весить в 3 месяца. Мы даже засомневались, что ей 3 месяца. Мы думали, что она родилась там не в феврале, как положено, а где-нибудь в марте. И Малая Голоусная рядом, то есть буквально там 300 метров от поселка, и она у нас Устиньей стала. Когда к ней обращаемся, она у нас усенька, она знает, что она усенька. А между собой, когда говорим где-то, кого пойти покормить, кого пойти, она у нас Тень. Потому что ребенок привык за 7 дней вот этих вот скитаний по лесу, она привыкла вот так вот незаметно где-то промелькнет, вот она как тень. Тихо, молча, она очень мало кричит, что не свойственно медведям совершенно. Сейчас сотрудники организации занимаются поиском более подходящего места для дальнейшего содержания медведицы. В социальных сетях галереи сообщают, что в начале июня Устинье была поставлена прививка от бешенства. Сейчас малышка продолжает набирать вес и проходить курс реабилитации, а также готовится к отправке на новое место жительства. 4-й медведь нам светит, но мы это понимали, когда брали, оставить мы ее там просто не могли. Мы понимали, что, скорее всего, мы не сможем ее никуда пристроить, но сейчас еще надежда есть, что мы найдем ей какой-нибудь другой зоопарк. Сейчас заформляем документы, сейчас ставим прививки, чтобы можно было легально ее отправить, чтобы не было никаких проблем. На этом эфир наш подошел к концу. Завтра вновь встретимся в этой же студии. До встречи.